Отчет контрольной палаты Абхазии за 2015 год был представлен на заседании сессии парламента. В результате 38 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий были выявлены финансовые нарушения на общую сумму 1 миллиард 8 миллионов рублей, а также нарушение бюджетного законодательства на сумму 25 миллионов рублей. По итогам контрольных мероприятий 6 материалов были направлены в Генеральную прокуратуру. Как одно из основных нарушений законодательства, Роберт Аршпа отметил отсутствие порядка введения бухгалтерского учета на предприятиях. Сухумский молочный завод Роберт Аршпа привел как пример неэффективного использования государственного имущества и финансовых средств. В 2015 году были проведены ряд комплексных ревизий и тематических контрольных мероприятий. Сроки, объемы и способы их проведения устанавливались контрольной палатой. И по итогам контрольных мероприятий в 2015 году установлено нарушений в размере 1 миллиарда 8 миллионов, в том числе нарушение бюджетного законодательства 22 миллиона 945, нарушение законодательства о налогах и сборах 84 миллиона 876 тысяч рублей, нарушение законодательства о бухгалтерском учете 119 миллионов, нарушение при распоряжении управления государственной собственностью 191 миллион, нецелевое использование бюджетных средств и внебюджетных средств 141 миллион 674 тысячи рублей, неэффективное использование бюджетных средств и внебюджетных средств 52 миллиона, нецелевое использование средств комплексного плана 6 миллионов 712, неэффективное использование средств комплексного плана 74 миллиона 936 и иные нарушения 46 миллионов 402 тысячи рублей. Подытоживая обсуждение, спикер парламента Валерий Бганба отметил, что если парламент поддержит деятельность контрольной палаты, то финансовый контроль в государстве укрепится. В итоге депутаты приняли отчет контрольной палаты. По представлению депутата Кана Кварча, на сессии были рассмотрены переводы земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов под строительство детского сада. Все 4 проекта прошли единогласно в первом чтении. Также на сессии был рассмотрен законопроект по энергетике. Представляя проект, председатель парламентского комитета по экономической политике Гора Барганджи отметил его необходимость. Комитет по экономической политике и реформе и инновациям провел свое заседание, на котором участники обсудили данный законопроект. Уважаемые коллеги, вы все прекрасно понимаете необходимость принятие настоящего закона объясняется отсутствием в действующем законодательстве регулирующую столь важную отрасль, как энергетика. Для справки хочу сказать, что в данной сфере правового регулирования действует на сегодняшний день Гражданский кодекс Республики Абхазия. Но мы понимаем, что закон, конечно, сырой, он предлагается в первом чтении, над ним нужно работать. И, на мой взгляд, это будет база для того, чтобы в дальнейшем привести закон в соответствие. По вопросу энергетики спикер парламента Валерий Бганба отметил, что законопроект разработан заново. Были проведены консультации с главой государства, по итогам которых РУП Черноморэнерго и вице-премьеру Беслану Эшба поручено вплотную взаимодействовать с парламентом в работе над документом. Законопроект был принят в первом чтении. В завершении сессии избранные судьи Конституционного суда страны Людмила Ходжашвили и Рауль Панти приняли присягу. К этому моменту к работе сессии присоединился президент Рауль Хаджимба. Постановлением парламента судьям Конституционного суда присвоен высший квалификационный класс. Я, Ходжашвили Людмила Платоновна, вступая в должность судьи, присягаю перед народом Республики Абхазия честно и добросовестно исполнять обязанности судьи Конституционного суда Республики Абхазия, защищать конституционный строй Республики Абхазия, подчиняясь при этом только Конституции Республики Абхазия, ничему и никому более. Я, Панти Рауль Константинович, вступаю в должность судьи, присягаю перед народом Республики Абхазия, честно и добросовестно исполнять обязанности судьи Конституционного суда Республики Абхазия, защищать конституционный строй Республики Абхазия, при этом подчиняясь при этом только Конституции Республики Абхазия, ничего и никому более. Глава государства отметил, что создание Конституционного суда – это новая веха в истории страны. Мы впервые слышим присягу судей Конституционного суда, которые должны и обязаны
защищать интересы государства, конституционный строй нашего государства. К сожалению, говорить о том, что сегодня уже можно было бы приступить к работе, не приходится. Для того, чтобы это произошло, как минимум должно быть хотя бы 3 человека. Ну, парламент вам пришлось принимать такое решение, к сожалению, моему и, к сожалению, наверное, большинства многих наших в обществе, не прошли, думаю, значимые для нашего общества и, возможно, которые могли бы принести достаточно серьезную пользу в работе Конституционного суда личности. Но вы так приняли такое решение. Придется теперь мне думать, где, каким образом подбирать новые кандидатуры. Надеюсь, парламент поддержит в последующем эти кандидатуры. Но еще раз хочу отметить, что это действительно важная веха в нашей истории. И хотелось бы пожелать тем, кто сегодня принял присягу, зная этих людей, я не сомневаюсь в том, что они будут выполнять свои обязанности честно, без каких-либо привязок к политическим процессам. Для нас это самая важная составляющая. Закон и только закон. Конституция и только Конституция могут быть положены в основу деятельности этого Конституционного суда. Я очень верю в то, что Конституционный суд состоится, несмотря на все те вопросы, которые, к сожалению, пока я еще раз говорю, имеют место. И верю в то, что этот институт привнесет многое положительное в деятельности нашего государства. Ранее депутаты парламента Абхазии большинством голосов выбрали Рауля Пантия и Людмилу Ходжашвили на должность судьи Конституционного суда республики. На эту должность избирались также Тамас Кезба, Якуб Лакоба, Сергей Смыр, но не набрали необходимое количество голосов в парламенте. Согласно закону, парламент обязан в срок до 1 января 2017 года сформировать состав Конституционного суда республики Абхазия. Рената Шакаева, Беслан Джиджулия, Абхазское телевидение.